Если честно, ни одной мысли нет вообще, что там может быть. Один лист. Блин, тут столько восклицательных знаков, что я... Это сюда, да? Давайте вот так подложу. Все, я могу начинать, да? Я никогда об этом не рассказывала. Да и кому о таком скажешь? Никто не поверит, и ты останешься виноватой. У меня был двоюродный брат. Вот это вот сейчас прям совсем мурашки по коже. Я боюсь, что там будет. Ладно. У меня был двоюродный брат. Вообще семьями близко общались и жили под одной крышей. Тяжелые времена были. Выбора не было. Я тогда училась в 9 классе. Брат же уже где-то подрабатывал. По стечению обстоятельств мы оставались часто дома вдвоем. В смысле, мы очень дружны были и вообще как-то даже на одной волне. Не знаю, что пошло не так в тот раз, но он, выйдя из душа в обмотанном полотенце, ходил... О, ну нет, нет. Я не знаю, как на это реагировать, честно. Ну ладно. А дочитывать обязательно надо, да? Не знаю, что пошло не так в тот раз, но он, выйдя из душа в обмотанном полотенце, ходил по дому в то время, как я сидела на кухне. В общем, не могу уверенно сказать о случайности, но в итоге полотенце с него упало ровно в момент, когда мы разговаривали. Реакция соответствующая у меня была, конечно, я закрыла лицо руками и чувствовала, как горю от смущения и паники. Он быстро начал извиняться и прикрываться, а я думала, что это худший день жизни. И больше всего на свете я хотела, чтобы мы просто об этом забыли и больше никогда не вспоминали. Но я ошиблась. Не могу уверенно сказать о причинах, но что-то тогда пошло не так. Я стала замечать, что он намеренно оставался дома, когда я была одна, хотя дел у него было полно. И только потом я поняла, почему. Это было до омерзения, все спланированное, до полотенца. То полотенце падали, то жарко, и оголялся до трусов, а потом и само нижнее белье как-то тоже съезжало. Если честно, это даже ужасно читать, учитывая, что речь идет вообще о людях, которые живут в Абхазии, и о подростках. Звучит как бред, знаю. Но тот ужас и страх перед очередной якобы случайностью просто парализовал меня. Мне было 14, всего 14. Сотни раз я пыталась сделать все, чтобы мы не оставались вдвоем. Перед домом я рыдала и молилась, чтобы его не было. Я ничего не ела, перестала нормально учиться, худела до ужасающих размеров и от стресса и панических атак. У меня начали выпадать волосы. Я не спала сутками. Господи, как же я ненавидела брата за все эти состояния. А еще я ненавидела его за то, что это продолжалось долгих 3 года. Пока мы наконец не разъехались. Сколько раз я просила его не ходить полуголым, не делать специально так, чтобы я видела его интимные части тела и так далее. Конечно, он переводил это в шутку, иногда извинялся, но не прекращал повторять это вновь. Однажды в приступах паники я схватила нож, думала, это его отпугнет и это прекратится. В тот момент не знаю, кого я хотела убить больше, его или себя. Мне было вообще без разницы. Не знаю, были ли у него какие-либо отклонения, но я и не хочу знать. Единственное, что я хочу знать, за что, уже ничто не изменит факт того, что по его вине я долгих 10 лет презирала мужчин. Сама мысль о них вызывала у меня отвращение. Но еще хуже то, что на людях я вынуждена была играть в родственные игры, улыбаться и притворяться. Я жила в аду. Каждый новый день я встречалась с ужасом и страхом. В мыслях я желала ему только смерти, мечтала, чтобы он умер. И скажу больше, мне не стыдно было ни грамма, сожаления не испытывала, когда это в итоге и произошло. Блин, если честно, я не знаю, как можно комментировать эту ужасную историю, потому что я так понял, слава богу, самого страшного не произошло. Ну, даже не задумываешься, что вот такое среди происходит. Особенно, наверное, родители, которые оставляли таких маленьких детей дома. И последствия, которые... Если честно, просто интересно узнать, как в итоге живет эта девушка. Она сказала, что долгих 10 лет ненавидела мужчин. Я, правда, наверняка вы будете смотреть, и если... Не если, а вы будете смотреть... Вы очень смелый, сильный человек, и правда от всего сердца я желаю вам успехов.
Наверное, главное помнить, что это все позади. Вот я говорю, у меня мурашки по коже от того, что пришлось пережить 14-летней девочке, и она не могла никогда об этом рассказать. Тем более, может быть, вообще у 14-летней девушки все может быть гипертрофировано восприниматься, еще сложно все переживать. Я не знаю. Просто будьте счастливы и знайте, что все позади. И я вам желаю родного человека рядом, которому вы сможете все это рассказать, и он вас со всем этим примет. Вы ведь ничего плохого не сделали, поэтому я правда искренне вам желаю счастья. Вот я, незнакомый человек, взял и прочитал это, и у меня не возникло ни грамма осуждения в отношении вас. И я думаю, что таких людей очень много. И вряд ли бы кто-то осуждал 14-летнюю девочку, а переживаний у вас было море. На самом деле, я думаю, что может и можно поделиться с кем-то из родных, и вам станет легче, если это важно. И ситуация уже не будет казаться такой ужасной. Я все. Будьте счастливы.